Сегодня 7 мужчин, отравившихся неизвестной жидкостью в Салавате, перевели из реанимации в общие палаты. Следователи еще выясняют обстоятельства происшествия. Мой коллега Радмир Азнабаев отправился на место ЧП, восстановил хронологию событий и провел свое расследование. Я вообще в шоке. Один, который сейчас на носилках, вообще уже синеть стал. Это видео сняла жительница двора по улице Калинина в городе Салавате. На нем 7 мужчин лежат без сознания. Кого-то увозят медики в реанимобиль, кого-то пытаются откачать на месте. Свидетели страшной картины – дети. Как они спать-то легли? После чего? После того, как им воды дали. А кто им воды дал? Бабушка. С этого подъезда 4-го этажа. А она им скинула бутылку, что ли, или что? Нет, стакан вынесла. Не стакан, а бутылку. Ну или бутылку, я не видел. И им сразу плохо стало, да? Да. Бабушка Рая, как оказалось, не в первый раз дает местным алкоголикам запить суррогат водой из-под крана. Мужчины употребили жидкость неизвестного происхождения, запили из бутылки доброй соседки и отключились. Они спирт пили, они возле 59-го пили, возле 2-го пили. А зачем вы им водички вынесли? Но они попросили, мы хотим пить. Среди местных этот район известен как пьяные дворы. На площадке играют дети, а на скамейках у подъездов развлекаются уже взрослые. И это только в дневное время. Слушай, а где покупать водку? Вот, где есть пиво, вон там, вон дом. Ага. Там продают. Здесь где продают самогон? В том подъезде. Говорят же в этом. В этом нет, там 2 точки в том подъезде. Вот в этом доме и находятся несколько точек продаж горячительных напитков. Про них знают все, даже дети. Спрос у суррогата большой, неудивительно, ведь цены здесь как минимум в несколько раз ниже, чем у официалов. Убедимся сами. Здрасте, а чекушка почему у вас? А вообще нету. Нету? Нет. А этот сколько стоит обычно? Ну, 50 раньше было. 50? Да. Сейчас не продается? Нет. Почему? Ну, нету, потому что Кончилось? проблема. Сами делаете, да, здесь? Нет. А где? Да я не делаю ее. Поставляют? Ну да. А на качество не смотрите? Сама пробую. И как вам? Ничего. Живая. Есть выпить что-нибудь? Нету. А когда будет? Не будет все теперь. Почему? Ну вот отравление было. А, это после вашей водки. Все, сейчас, получается, прикрыли лавку. Вообще не будет, да. А сколько у вас обычно чекушка стоила? 50 рублей. 50 рублей, да. Ну, везде, в принципе, одинаково. После массового отравления людей следователи и возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, либо смерть человека». В настоящее время на месте происшествия организован комплекс следственно-оперативных мероприятий с целью установления лица, реализовавшего пострадавшим указанную жидкость, а также иных причин и условий, способствующих произошедшему. Благодаря быстро прибывшей бригаде скорой помощи обошлось без трагедии. Сейчас пострадавшие находятся в сознании, но в состоянии средней тяжести. Всех госпитализированных перевели из реанимации в общую палату. Было достаточно тяжелое состояние, то есть была нестабильная гемодинамика, и это могло привести к смерти. Поступили они с приемного отделения в отделение реанимации сразу же. По мере улучшения состояния они были переведены в отделение терапии. У кого мужчины приобрели опасную жидкость, пока неизвестно. Следователи-криминалисты сейчас выясняют все обстоятельства. Продавцу, реализовавшему суррогат, грозит до 2 лет лишения свободы. Радмир Азнабаев, Владимир Шевчук и Роман Мукуфа. Новости Салават.